В Уфе прошел отборочный турнир по лыжному спорту под названием «Пионерская правда». Причем его победители уже присоединились к соревнованиям в Ижевске окружного уровня. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ильгам Галин, депутат Госсобрания Республики Башкортостан и организатор соревнований, которые прошли в Уфе. Ильгам Илюсович, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители, гости, наверное, могу сказать. Лыжный спорт является в России в советское время еще одним из главных критериев спорта. Поэтому мы с детства занимались лыжным спортом. Я вот помню, и в школе мы пробегали 3-10 километров. Правда, не по-современному. Сейчас вот современные лыжные спортсмены, они очень достойные, бегают хорошо, и экипировка другая совсем. А в последнее время на лыжный спорт начали меньше внимания уделять. Я как посмотрел, потому что много по районам и городам езжу, очень много талантливых детишек у нас, ребятишек, которые в школе, вот как бы, грубо говоря, их никто не видит. И поэтому с коллегами мы решили провести в Уфе все-таки отборочный турнир, подготовить наших детей, то есть учеников, лыжным гонкам, который проходил у нас в Ижевске по линии ПФО. Приехало очень много детей, где-то около 300, с ними же также и родители приехали. Где проходили соревнования? Проходили здесь у них центр свой лыжный есть, этот, по-моему... В парке Гафури. Да, в парке Гафури, да. Конечно, со временем надо его отстроить в таком заведении. Ну, стыдно даже показывать гостям, если мы гостей позовем. Этот биатлонный вот этот вот спорт у нас, конечно, тоже развит, но, к сожалению, нашим лыжникам вот этот дворец культуры биатлона не предоставляет почему-то. Я у них много раз спрашивал, почему, и всегда, говорит, у руководства есть причины, то там занят, то этого нет, то того нет. К сожалению, так происходит. И поэтому, видимо, они провели у себя там. Но все равно люди приехали, со всей республики приехали, и достойные лыжники были. Я вот с первого дня до последнего с ними принимал участие. Привезли мы и кашу, спасибо МЧСникам, которые организовали вот эту вот кормежку. Там мы вместе с родителями, с детьми варили эту кашу, пили чай. Ну, весело прошло. И болели за каждого нашего спортсмена. Среди кого были соревнования? В основном на кого сделали упор? Это дети, взрослые, любители, профессионалы? Только ученики. Там по категориям, допустим, там с 3 по 5 класс, там с 7 по 8, там с 9 по 11. Вот так вот дети бегали. И среди вот этих вот учеников выявили самых сильнейших. 63 призера. Из 63 призеров 20 человек поехали в Ижевск. И в Ижевске наши ребята бегали тоже достойно. Если по всему ПФО наша девочка заняла 3-е место. Это достойный кандидат, я думаю, вот по крайней мере, я сейчас этим занимаюсь, попасть в Олимпийский резерв. И тогда у нас много лет, конечно, мы про лыжный спорт в Башкирии не вспоминали даже, да, и потихонечку мы будем этот престиж этого лыжного спорта поднимать. Это, во-первых, здоровье детям, социальный лифт, во-первых, да, потому что в Ижевске, когда наши детишки бегали, там много было тренеров, спортсменов, по крайней мере, с других регионов, да, ведь, и они уже, грубо говоря, примечают, с кем можно дальше работать. Грубо говоря, есть покупатель, который будет с этим ребенком дальше работать. Им же, вот, допустим, тренеры приехали Чебоксар, там, с Казани, то есть, ну, со всего ПФО, и они уже видят себе достойных, талантливых учеников. И наших, я думаю, в ближайшее время даже уже вот эти вот тренеры, там, спортсмены, которые приехали титулованно, даже спонсоры были, они будут уже наших учеников пытаться с ними контактировать. То есть попасть в их олимпийский резерв или там куда-то как-то. Грубо говоря, мы их уже вытащили с районов, с регионов, вот, с городов. Они уже себя показали. И дальше вот они будут развиваться. Я думаю, в ближайшее время, да, ведь мы посмотрим, кого они вытащат. И дай бог, кто-то будет чемпионом мира, кто-то олимпийским призером. И каждый ребенок
мечтает быть генералом, то есть каждый солдат мечтает быть генералом. Я это помню. Знаете, я думаю, начинающий спортсмен всегда хочет завоевать и олимпийские награды, и мировые награды. Поэтому все еще впереди. Но здесь вопрос в том, что мы можем растерять так свой потенциал именно детей. Или вы видите в этом какую-то перспективу, когда тренеры из других регионов занимаются нашими спортсменами? Во-первых, хочу, чтобы одаренный ребенок вылез вначале, а потом уже предложить лучшие условия, чтобы ребенок никуда не уехал. Поэтому вот мы же в Башкирии построили кампус, да ведь? Студенческий кампус. Перед ЕГЭ я с регионов вытаскиваю наших выпускников, ну, допустим, по 10, по 15 человек, да, и показываю наш кампус. Кампус им нравится. Они уже углубленно начинают изучать, что бы они могли делать. И вот из этих 10-15 ребятишек 70% остаются в Башкирии. Надо лучшие условия предлагать. Вначале надо их вытащить, а потом предлагать лучшие условия. А мы можем такие условия. Вот дворец спорта по борьбе же построили. Там очень он пользуется спросом. Многие там и боксеры занимаются, и борцы. Вот с Нижним Новгородом мне ребята боксеры звонили, тоже пытаются сотрудничать. Это вот, тоже это произойдет в ближайшее время. Как думаете, вот как нужно мотивировать молодежь для участия в соревнованиях, для того, чтобы присоединились? Потому что лыжный спорт, это не сказать, что один из самых престижных видов, согласитесь. Это нужно и солидные лыжи, и смазка, и тренер, и трасса должна быть. Что можно сделать? Ну и потом это холодно, будем откровенны. Нет, ни в коем случае, да, вот, допустим, биатлон. Биатлон как завораживает? Вы же видите, человек на лыжах идет, стреляет, и дальше пошло-поехало. Это не самый такой дорогой спорт, как, допустим, тот же хоккей. Не надо строить лыжные такие то есть корты хоккейные. Да. Здесь нормальное просто помещение надо, чтобы дети могли раздеться, одеться, попить чай и дальше поехать. По крайней мере, хотя бы с этого надо начать. А то я приехал, где они занимаются лыжными гонками, да, там ничего нету практически. Даже переодеваться места нет. Там вагончик стоит вот такой маленький, да, и по очереди дети переодеваются. Даже когда я это увидел, у меня настроение пропало. Думаю, куда же я приехал-то? А вот этот дворец биатлона стоит пустой в этот день. Спорткомплекс. Скоро. Я даже специально съездил, там никто не тренировался, никто в аренду не взял. Хотя я предлагал этим тренерам, чтобы в первую очередь написали письмо министру спорта или кому-то там, взяли хотя бы в аренду. Но это уже, видите, вот менеджмент и организационный момент, до которого у тренеров зачастую не доходят руки. Но я ни в коем случае не обвиняю тренеров, потому что на самом деле здесь должен быть очень солидный менеджер. Может быть, в вашем лице тогда он будет, нет, чтобы у детей были возможности? Я пытаюсь вот пока вникнуть, да, я же никогда этим не занимался. Просто мне бы стало интересно, да, другие регионы хвастают своими лыжниками, а я ведь тоже езжу по районам и городам, да, и главы администрации тоже про своих одаренных лыжников рассказывают. И тоже как хотя бы как посещаю вот эти мероприятия, как зритель смотрю, как даже болельщик. И очень у нас хорошие лыжники есть. Особенно вот мне понравились Сибая ребята, да, они так бегают по-современному. Даже ну, я уже не говорю как по России, как на российском уровне, но наши лыжники не хуже их. Я вот посмотрел, и форма, и лыжи, и недорогой этот спорт. Не так дорогой, как вот хоккей или там футбол. Тут же стадионов не надо. Надо лыжню хорошую, место, где переодеваться. И время от времени все равно... вот сейчас вот выбирать детишек с районов и городов. Сейчас они будут на роликах ездить. Я тоже летом хочу какое-то мероприятие провести с этими детьми, чтобы они просто не рассосались в разные углы. Также мы отберем, правда, тренеры сказали, не 300 человек уже будет, ну хотя бы где-то 150. То есть это в столицу Башкортостана приехали спортсмены из разных городов? Да, со всей республики. И хочу отдельную благодарность сказать главам администрации, которые предоставили и автобусы, и машины,
и где-то переночевать, они же 2 дня, да, переночевать. Вот, главы отнеслись серьезней, гораздо серьезнее, чем некоторые чиновники, которые не дали вот этот дворец биатлона. Вот я еще отдельно хочу с ними пообщаться, да, для чего это построили дворец биатлона, если нашим детишкам даже его не представляют. Ну, здесь, я думаю, организационный момент и никакого злого умысла. Нет, злого умысла нету, надо всегда доходить до истины. Почему и как, почему так произошло. Может быть, сами тренеры не обратились вовремя или как-то. Но когда я несколько раз спросил, да, они сказали, что в этот день будет занято все. А если бы дворец биатлона предоставили, там так было бы мило. И музыка хорошо играла бы, и людей больше было бы. Но там ведь, куда мы вот, где это провели, даже нормальной стоянки не было. Пешком дети шли. Но в любом случае спортсмены потом смогли выступить на соревнованиях окружного уровня. Это уже очень хорошо, да. Я очень рад этому. И ижевские, я там был с ижевскими тренерами, спортсменами поговорил. Да, это, конечно, у них это все поставлено на высшем уровне, хочу сказать. И ихние лыжники, вот, которые спортсмены, да, тоже надо дать им должное. Они очень, видимо, много вкладывают. Сама республика вкладывает много в этих лыжников-то. Поэтому там и такой дворец большой, и людей хорошо встречают. Поэтому нам надо хотя бы этот уровень переплюнуть. В любом случае, хорошо, что вы обратили на этот вид внимание и поддерживаете лыжный спорт, потому что лыжный спорт – это для нашей республики одна из знаковых дисциплин. Приближается праздник юбилейный, 65 лет, Дню космонавтики. Первый человек, который полетел в космос, это был советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин. Многие в то время стремились быть похожим на него. Многих детей называли Юрием. Я вот помню, мне и родители рассказывали, как они радостно приняли этот момент, когда первый человек полетел в космос. Это была гордость. И сейчас мы на своем уровне, да, каждый год мы посещаем планетарий, вот Уфимский планетарий, приглашаю я заранее говорю директору, какой-то школы. Вот последний раз в прошлом году была 15 школа. Они готовятся к этому посещению планетария. Конкурс мы там проводим, посвященный Дню космонавтики. Они рисуют там, какие-то поделки делают, связанные с космосом, да, и кто-то стихи даже рассказывает, кто-то песни поет, и среди победителей тоже мы их награждаем. Они интересно все это запоминают. Сейчас в этом году мы тоже такое же, наверное, проведем мероприятие, пригласим уже СВОшников. Вот, чтобы СВОшники тоже рассказали, что они воспринимают, когда приходит День космонавтики. 65 лет – это юбилейный год, поэтому Россия будет его отмечать повсеместно. Это однозначно. Пройдут концерты, я думаю, пройдут мероприятия. Наши коллеги, вот депутаты, я разговаривал, проведут в учебных заведениях открытые уроки, про наших космонавтов расскажут. Я и про астронавтов иногда тоже рассказываю. Спасибо огромное. Это была программа «Интервью». На наши вопросы ответил Эльгам Галин. Это депутат Госсобрания Республики Башкортостан. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.